Якутске открылась необычная площадка для керлинга. Она расположена под землей в царстве вечной мерзлоты. Тренировочный лед уникален тем, что любители могут заниматься круглый год. Наш корреспондент Евгения Андросова побывала на занятиях. В нашей республике пока не так много любителей керлинга. Однако этот вид спорта развивается благодаря энтузиастам своего дела. Идея сделать керлинговую дорожку в царстве вечной мерзлоты принадлежит скульпторам ледовых фигур. Да, это больше для любителей, эта дорожка, но эта дорожка открывает нам портал возможностей. То есть это говорит о том, что можно играть внутри нашей вечной мерзлоты в керлинг, и это только начало. То есть если смотреть шире, то возможности открытия может керлинг-центра в будущем внутри вечной мерзлоты. И оно не требует ни отопления круглогодичного. Символично, что дорожку открыла чемпионка Европы Галина Арсенькина. Запустила камень. Позже в социальной сети она напишет о своих удивительных впечатлениях. Сам Бог велел заниматься якутянам таким видом спорта, как керлинг. Согласитесь, что при вечной мерзлоте грех не покатать камни. Как видно, нужно время и терпение, чтобы научиться правильно катать камни. В скором времени будет висеть подробная инструкция, по которой любой желающий сможет научиться игре в ревущие камни. Керлинг сам такой вид спорта, что в него могут играть все, начиная девушки, мужчины, дети, взрослые. Поэтому это как-то больше сблизило меня со своими друзьями. В мерзлоте тренироваться очень необычно. Здесь очень красиво. Здесь можно в любое время прийти и позаниматься, потренироваться. Здесь такая особенная атмосфера. Если с мая по всей России закрывают открытые ледяные дорожки для керлинга, то якутская земля дарит возможность играть круглогодично. Это единственная площадка в мире, расположенная прямо в недрах земли. Евгения Андросова, Семен Семенов, Якутск.